Рад всех приветствовать сегодня на нашем очередном круглом столе. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех журналистов, которые освещают эти круглые столы. Особая благодарность телекомпании Базар ТВ, лично Руслану Мкановичу Хашик за освещение всех актуальных вопросов, касающихся нашего народа и государства. Сегодня тема, она тоже вытекает из тех предложений, которые были обсуждены и на круглых столах, и в общественной палате, так как реформа республиканских органов власти, она, естественно, из этого вытекают и реформы местного самоуправления. Местное самоуправление, роль местного самоуправления очень важна в развитии государства и нашего народа. Я хочу привести такой пример, почему мы сегодня в Очамчире. Очамчирский район, я когда-то, будучи студентом, занимался экономикой. Значит, Очамчирский район, Гальский район давал в сырье по ценам 1990 года продукции свыше 300 миллионов долларов. То есть производилась продукция, которая попадала на предприятия сельхозпереработки. Это огромные у нас, вот как маяк, к чему мы должны стремиться. И, конечно, без местной власти, это касается не только системы исполнительной власти, это касается и местных депутатов, значит, раскрыть потенциал нашего народа, раскрыть возможности, значит, обеспечить всеми необходимыми инструментами для того, чтобы наши люди могли проявить свои талантливые черты, невозможно без реформы местного самоуправления. Поэтому я считаю, эта тема важная. И, кстати, опять же, хочу подчеркнуть, как экономист, что если мы не будем наращивать производство собственной продукции, благосостояние народа не увеличится. От того, что кто-то привез за границей товары, тут перепродал, то есть от этого, значит, лучше не будет жить ни сотрудник милиции, ни врач, ни учитель, ни крестьянин, никто. И тем более, что в этом году, к сожалению, у нас наблюдается по официальным данным Управления статистики спад промышленной переработки почти на 500 миллионов. И явно видно, что наши и сельхозпроизводители, и промышленные переработчики нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке. Мы, значит, находимся, еще раз хочу сказать, в городе Очамчира, поэтому, если никто не против, я хочу предоставить первое слово, значит, герою Абхазии Вячеславу Кучубере. Он работал на больших должностях в Очамчирском районе, в городе, у него тоже есть опыт. Акыта нхами иахьоу амыцхраа раантәи ааргола иалаҳзын хаӡом. Иахьа абыржәаанӡа ҳҳәап акарпыжә ҟарҵоит, абра ҳаҳҿы ҳраион аҿы аԥсы зҳәынџьара ҟарҵоит, уажәыгьы ааргоит Урыстәылантәи. Избан дахә маҷуп Урыстәыла, уа техника анаҵоит, ҳаҳҿы ара наҟышьашәала џьабаала иаарҵо ахә иаҳа иаҳауп, убри азы абас ауп аус ацхыраар рҭахуп. Бзира жәбаа деизаз зегьы ҭабуп ҳәа шәасҳәот, иааиз аамҭа ԥшааны шәызегь шәеилахоуп, аусқәа шәымоуп, иаадыруеит, аха иахьа ҳазлацәажәо азҵаарақәагьы даара иактуалтәуп, избан акәзар уи ҳара ҳаԥсҭазаара, ҳажәлар ҳарԥеиԥш искуп арҭ азҵаара. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Здесь сегодня собрались
во многом люди, которые имеют непосредственный прикладной опыт в работе органов как местного государственного управления, так и самоуправления. Также здесь присутствуют депутаты парламента, и это отрадно. Я говорить много не буду. В нашем случае, я имею в виду нашу организацию, предложение по реформе государственного управления на местах, а также изменение ряда функций, полномочий органов местного самоуправления, они есть, они уже готовы, но мы их еще не упаковали, как говорится. Мы хотим сегодня, я лично, наша команда, хотим услышать каждого присутствующего, его идеи. Этот вопрос открытый, мы должны коллективным умом, коллективным разумом сложить единую некую концепцию, видение по реформе на местах. В целом, канва всех реформ и изменений, которые должны происходить в нашей стране, она должна быть направлена на главную цель. Это возрождение. Мы представители более молодого поколения, но мы продолжаем ту большую работу, которую столетиями делали наши предки. Если говорить о нашем народе, слово «возрождение», оно должно быть в устах каждого, потому что если взять последние 200 лет, вот мы сейчас общались с одним молодым человеком, представителем фамилии Маршан, и говорили о истории, нашей совместной истории. На самом деле наш народ сильно пострадал за последние столетия. Последние, даже если взять 200 лет, мы видим, что это были в буквальном смысле истребление, уничтожение, переселение, насильственное переселение. И если даже взять поздний период Советского Союза, СССР, для нашего народа практически во многом были ограничены возможности естественного развития. То есть мы не могли иметь доступ к нормальному образованию, мы не могли иметь доступ нормально себя выразить. И это, конечно, накладывает определенные отпечатки. Плюс ко всему этому добавилась ожесточенная борьба за право на самоопределение, когда грузины оспорили силовым путем это наше право. Нам удалось все вместе отстоять, но опять же мы заплатили очень высокую цену. И поколение наших родителей, потому что здесь в основном люди молодые, вот дорогой наш старший товарищ, герой Абхазии, их поколение пострадало очень сильно. И поэтому, вот когда мы о чем-то начинаем говорить, мы должны в основу основ, на мой взгляд, субъективные, всегда исходить и закладывать именно вот это слово «возрождение». Ведь право на самоопределение – это не только территория, язык, флаг, гимн. Это в первую очередь право занять достойное место среди народов мира, достойное нашей истории, нашей культуры. И вот это право невозможно в полной мере реализовать, если мы не организуем правильно работу на местах, в районах. Потому что если взять историю, лучшие умы практически, и писатели, художники, политики, они рождались в селах, районах, происходили из отдаленных уголков Абхазии. Сегодняшняя ситуация, сложившаяся ситуация, говорит о том, что мы слишком рано, к сожалению, взялись, некоторая часть нашего общества, за роскошный образ жизни, за то, что не совсем подобает нашей культуре, нашему менталитету. Сегодня в Абхазии, если абстрагироваться от каких-то политических даже циклов, в целом подойти к ситуации, колоссальное расслоение. Мы видим, что в районах у людей отсутствуют возможности и механизмы социальных лифтов, они практически отсутствуют в нашем обществе. Есть определенная каста богатых людей, а все остальные просто выживают. Если опять же взять ретроспективу нашу историю, но вот это не соотносится к той трагедии, через которую мы прошли через последние сотни лет. То есть что-то не так.
том обществе, в том государстве, в котором мы с вами все выросли, живем, работаем и будем жить. Надо менять. Значит, ресурсы неправильно распределены, может быть, власть неправильно распределена. Не должно быть так, чтобы ребенок крестьянина, который сегодня обрабатывает землю, не имел никаких перспектив, если у него нет кого-то в Сухуми, в каком-то министерстве. Ребенок крестьянина, простого гражданина Абхазии должен понимать, его отец должен понимать, что обрабатывая землю, работая днем и ночью, он имеет возможность вырастить своего сына, и благодаря своим знаниям, благодаря своим способностям, он может в этом государстве, в этом нашем абхазском обществе, внутри своего народа вырасти и подняться туда, где ему положено. Сегодня давайте откровенно говорить, в нашей деревне, наши села, мало вы найдете хозяйств, где это хозяйство самодостаточно. Я просто по своему селу могу сказать. Если в этом доме нет кого-то, кто в городе зарабатывает деньги, этот дом очень плохо существует, этот двор домохозяйства. Значит, уважаемые коллеги, вот здесь мы с вами собрались, и достаточно опытные люди. Есть кто не попал сегодня по разным причинам. Я призываю вот к чему. Я озвучивать наши идеи сегодня не буду, я хочу больше услышать, наверное, это будет правильно, Ахрашотович. Я призываю вот к чему. Абстрагироваться от каких-то политических воззрений, абстрагироваться от каких-то вопросов, которые не дают нам развиваться. А просто давайте поговорим по душам, поговорим о том, что действительно мы видим, что не так что-то. Понимаете? Может быть, система управления страной. Здесь много изъянов по центральным органам власти. Мы говорили и продолжаем говорить о том, что, опять же, свое видение предлагаем. Но на местах тоже не все в порядке. Ведь в 21 году, в 21 веке, это мое любимое выражение, не должно быть так, чтобы из района письмо в центральные органы власти или в администрацию президента двигалось несколько дней. Сегодня люди так не живут. В мире такого нет. Это малюсенький пример того, что надо менять. Поэтому вот эти вопросы и многие другие вопросы, я надеюсь, мы сегодня обсудим. Есть идеи здесь, я знаю, по увеличению полномочий местных органов власти, по расширению полномочий. Кто-то считает наоборот, что надо более унифицированно подходить и так далее. В целом, я думаю, у нас, Ахрашотович, будет обмен мнениями, может какая-то дискуссия, не в режиме доклада. Здесь вот я вижу очень много людей, которые есть что сказать. Да. А так, в целом, спасибо большое за внимание. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Для меня особое удовольствие приветствовать вас всех в городе Очимчира. Я испытываю особую любовь к этому городу, к жителям этого города и района. И смысл и цели наших встреч в целом и сегодняшней встречи в частности наверняка заключается в том, чтобы прийти к некому светлому будущему для, возможно, себя, своих детей и будущих поколений. Поэтому, проезжая в очередной раз мимо Очимчирской набережной, я питал очень теплые чувства того, что, возможно, когда-то в ближайшей перспективе этот замечательный город будет наполнен людьми, туристами, будет потрясающая инфраструктура, и эта замечательная набережная расцветет. Я очень этого желаю. Я хочу поблагодарить организаторов этого круглого стола. Насколько я понимаю, это уже серия круглых столов, нацеленная на обмен мыслями по модернизации системы органов государственного администрирования. К большому сожалению, не попала на предыдущую встречу по объективным причинам. И с удовольствием хочу выступить сегодня. Я хочу поблагодарить вас отдельно за ту формулировку обсуждаемых тем. Это усиление роли местного самоуправления в государственном строительстве и местное самоуправление как один из основных инструментов раскрытия потенциала народа. Вот эта вот формулировка раскрытия потенциала народа меня навела на
такие вот комплексные мысли, с которыми я хотел бы сегодня поделиться. Уважаемый Гура Миранович, вы сегодня в вступительном слове упоминали самоопределение, упоминали о очень тяжелом пути, который проходил наш народ. В комплексе мы реализовали свое право на самоопределение, восстановили свою суверенную государственность. Мы не создали ничего нового, мы восстановили то, что было наработано годами предыдущими поколениями. И самоопределение и само по себе это право народа определять свое настоящее, будущее и оценивать свое прошлое в том числе. В этой связи мы на протяжении многих лет неустанно осуществляем шаги разного рода, направленные на становление и модернизацию нашей абхазской правовой системы. Конечно, в большинстве случаев мы пытаемся не изобретать велосипед и используем опыт как нашего сопредельного государства в лице нашего партнера Российской Федерации, но и периодически пытаемся внедрять механизмы администрирования западных стран. В этом ключе у нас есть и определенные успехи, и определенные поражения, но я не склонен ни о чем сожалеть. Я считаю, что это наш национальный путь становления нашего государства, и в обязательном порядке этот путь увенчается успехом. Я в это очень сильно верю. На мой взгляд, реформа местного самоуправления, реформа как таковое, представление модернизации системы администрирования возможно в рамках двух плоскостей, помимо обширного спектра других направлений. На мой взгляд, первичным может быть изменение в понимании правоприменения или правоприменительной практики, исходя из тех нормативно-правовых возможностей, которые есть на сегодняшний день у представителей администрирования на местном уровне. То есть есть определенный объем нормативных полномочий, и наверняка этот объем полномочий можно было бы либо более качественно использовать, либо более напористо, насыщенно и, как следствие, эффективно. Вторым, на мой взгляд, направлением, над которым следует существенно поразмыслить, является нормотворческая деятельность в сфере модернизации системы местного самоуправления. Здесь может быть большое количество идей. Я думаю, что сегодня большая часть из них будет озвучена. Я не буду лезть в эту сферу. Я думаю, что коллеги, которые подготовлены, специально об этом скажут. Но вот из некоего практического своего личного опыта в качестве наблюдения хотел бы отметить вещь, которая, наверное, многим из вас знакома. Эта вещь связана с тем, что роль местных представителей местных властей, она с течением последних, сейчас не буду цифры называть, нескольких лет, она очень сильно увеличивается. Наблюдается, на мой взгляд, тенденция, по которой большое количество молодых людей пробуют свое участие, в том числе и в выборном процессе, и баллотируются в местные представительные органы власти. Это тоже своего рода омоложение, которое, вероятнее всего, приведет к появлению новых современных мыслей, которые эти представители будут реализовывать в ходе своей профессиональной деятельности. И вот тот перекос, который я заметил, я могу ошибаться, меня простите, я не истина в последней инстанции, но это тоже наша практика, которую в ходе, например, вот этих реформ можно было бы пытаться нивелировать. Это высокая роль депутатов Республиканского народного собрания парламента Республики Абхазия в решении вопросов местного значения. То есть тот функционал, который, по идее, в нормативном смысле этого слова должен быть за местным депутатом, более активно используется депутатом Народного собрания и парламента. Мы понимаем, что основная задача решения бытовых местных вопросов, таких как дорога, трансформаторы, вода и так далее, должно лежать первично на депутате местного собрания, но по каким-то причинам большая ответственность в этом плане ложится на депутата парламента от конкретного округа. В этом плане в вопросах, предложенных реформой, можно было бы сделать упор на то, что по функционалу первичная задача депутата Народного собрания заключается в представительских функциях и в законном нормотворчестве,
вот этот вот функционал по обеспечению оперативного решения местных вопросов все-таки усилить и направить на функционал депутатов местного собрания. Теперь, что касается, уважаемых модераторов, вашего направления, связанного с цифровыми технологиями, здесь, наверное, речь пойдет о таком взаимном комплексе, может быть, нормативной диффузии и эффективного взаимодействия между центральными органами государственной власти, госуправления и местными органами управления. Дело в том, что приведенный пример, Дгур Амиранович, вы говорили, да, о том, что наши граждане, проживающие в определенных районах, для того, чтобы подать определенный пакет документов, чтобы получить государственную услугу, вынуждены ездить из района в центр, в столицу, в Сухум, безусловно, является ситуацией недопустимой в современном мире, и необходимо двигаться в сторону решения подобного рода проблем. Но здесь мы, разумеется, сталкиваемся с трудностями, связанными с компетентностным характером, потому что внедрение технологий, в том числе ведомственного администрирования, требует специалистов междисциплинарного характера. То есть это должны быть специалисты и в области права, там, экономики, налогообложения, социального обеспечения и специалисты в области современных технологий. В этом плане, конечно, хочется верить, что у нас будет больший поток компетенций в плане подготовки именно этих специалистов, и эти специалисты смогут перекрыть вот тот трудовой компетентностный провал, который у нас на сегодняшний день есть. В плане персональной деятельности Министерства юстиции в области внедрения этих технологий мы, безусловно, тоже нацелены были с первого дня на то, чтобы создать условия облегчения для наших граждан получения государственной услуги. Но, разумеется, сталкиваемся с большим количеством проблем, связанных с тем, что прежде чем ты внедришь какую-то систему, создашь какую-то систему, необходимо создать платформу. А под этой платформой находятся те базы, которые у нас на сегодняшний день находятся в бумажных носителях. То есть мы потратили, команда Министерства юстиции потратила там порядка 7-8 месяцев на то, чтобы элементарно цифровать базу данных ЕГРИП, цифровать базу данных ЕГРЮЛ в количественном показателе, чтобы вы понимали, это порядка 25 тысяч индивидуальных предпринимателей и 7,5-8 тысяч юридических лиц. И все это делалось, чтобы вы понимали, вручную наши сотрудники вбивали, молодые ребята, я вот персонально передаю им слова благодарности за это. А сегодня, я вот, наверное, впервые это озвучиваю, мы планируем, выходим на план оцифровки и записи актов гражданского состояния и нотариальных действий. Мы недавно провели опись, чтобы вы понимали, в нашей стране за 100 лет, ну или конкретно 86 лет того, что мы видим, у нас порядка 850 тысяч актовых записей, то есть порядка 1 миллиона актовых записей, которые надо вот вручную каждую страницу будет оцифровать. И чтобы вы понимали, здесь речь не идет о том, что мы просто положим эти документы на сканер и у нас будут фотографии. Нет, речь идет о поисковых возможностях. Мы сами для себя, команда Минюста, понимаем, что это колоссальный объем работы. Нам пока тяжело сказать, какое количество лет на это займет. Ну, то есть прогнозы мы построим тогда, когда мы предпримем какие-то первые шаги. Но почему я сейчас постарался, занял ваше время, немного подробнее об этом рассказал, потому что внедрение, например, вот этих вот оцифровки таких баз данных, внедрение этих технологий предоставит нашим гражданам возможность, например, если они там, условно говоря, родились в одном районе, а по факту проживают в другом районе, не ехать через всю территорию Абхазии, чтобы найти там свидетельство о рождении или получить дубликат. Я со своей стороны как-то коротко постарался рассказать о видениях, и вот последние мои слова, они были связаны именно с тем, что создание вот таких условий, в том числе и на местном уровне, создадут платформу для будущего, ну, условно скажем, многофункционального центра, или аналог документы, аналог обращения в одно окно и так далее. Но без вот этих вот процессов создать такие центры будет невозможно. И именно вот такие центры окажутся серьезным плацдармом и помощью для органов местного самоуправления, чтобы они на местах оперативно оказывали государственную услугу для гражданина, который может, не выезжая за пределы района, ее получить. Я благодарю вас за внимание. Еще раз говорю, рад всех приветствовать и надеюсь на дальнейшее конструктивное обсуждение сегодняшнего вопроса. Спасибо. Действительно, ситуация, она и характеризует то, о чем мы все вместе говорим, о том, что люди стремятся больше переехать в Сухум, там себя реализовать, потому что больше возможностей. Но несколько лет назад мы провели такой эксперимент, я очень коротко расскажу. Министерством экономики реализовали программу инвестиций в человеческий капитал.
И в рамках этой программы мы с каждого района ребят, кто работает в администрациях, ну, кто имел желание, мы направляли в составе общей группы с представителями центральных органов власти, отправляли в наиболее развитые регионы Российской Федерации для того, чтобы они получали некий опыт прикладной или могли посмотреть на то, как развиваются их коллеги в регионах Российской Федерации. В частности, мы вот в Татарстан отправляли, Надар ездил с группой. И хочу сказать, Андрей Львович, это был как бы эксперимент, потому что до этого систематически этим никто особо не занимался. И по возвращению каждой группы они приходили ко мне в кабинет Министерства экономики и выражали свои эмоции. Я был очень хорошо удивлен тем, что я слышал. То есть ребята включились, глаза горели. И за очень короткий период, Надар, сколько времени там занимало? Там недели-две, по-моему, да? Они очень получали, пропитывались вот той энергетикой, которую они там видели. И я к чему это говорю? Потом поменялось опять правительство, опять новое видение и так далее. Это у нас часто бывает. Поддержали, не поддержали. Ну, к чему я говорю, Андрей Львович, если есть, вот вы этим занимаетесь сегодня, слава богу, есть такие министры, кому это интересно, да, вот можете этот опыт посмотреть, и желательно, конечно, к этому подойти вот в системе подготовки кадров на республиканском уровне. Я хорошо, то есть ты говорил об этом на прошлой нашей встрече. И тогда мы сможем вот подтянуть или во всяком случае пощупать потенциал. Но из того, что мы пощупали тогда в первый год, Андрей Львович, очень хороший был, как говорят, фидбэк. Обратный такой был очень хороший. Если это силами одного министерства, если сделать более широко и мощно, я думаю, потенциал хороший. Спасибо. Вы озвучили, что надо и, в принципе, обращаться и к западной практике, и ко всему прочему. И без этого, к сожалению, не получится раскрыть потенциал народа. Я помню, почему важно ваше присутствие здесь, что некоторые реформы, задуманные, не смогли осуществиться, потому что была особая позиция именно до вас, именно по Министерству юстиции. Например, значит, в том же Лондоне, если гражданин хочет вовлечься в экономику, он просто пишет письмо в администрацию мэрии, что я иду заниматься, выбирает вид деятельности, и он просто идет и занимается. Второй пример. То есть о чем здесь речь, что открыть ООО, ИП, максимум вот, как-то за счет цифровых технологий, а тогда Минюст не поддерживал, потому что как раз неразвитость именно цифровых технологий, вот это единый контроль, единые реестры, что если, например, администрация Гудаутского района или Ачимчирского зарегистрирует ООО, чтобы был единый реестр, чтобы были защищены все права, включая владельцев или учредителей и все прочее. То есть вот эта реформа. Вторая, вот простой пример. Мы все-таки говорим это вот для телезрителей, для простых граждан, чтобы им проще было понимать. Например, Министерство сельского хозяйства занимается распределением 100 миллионов на поддержку сельхозпроизводителей. Очень хорошая программа. Но я думаю, мое мнение, что если есть 100 миллионов, я всегда за это был, где бы я ни работал, отдать их в район местным администрациям как дотацию, на условиях, которые можно внедрить посредством реформ, чтобы зачем гражданам с Бзыба или с Гудауты, с Ачимчири, с Гала ездить в Сухум, возить вот эти заявки. Вот я думаю, что чем больше мы какие-то инструменты внедрим, и я просто так понимаю, что вы эти новшества поддерживаете, чтобы наши граждане имели больше инструментов для развития, для старта в районах. Сейчас еще раз спасибо, Андрей Львович. Дальше будет дискуссия, я уверен, что вы еще что-то нам расскажете. Хочу поблагодарить организаторов
этой встречи, этого форума. Очень актуальные проблемы поднимаются, общение такое принесет какой-то позитив. И хорошо, что это провели именно в городе Очамчира, потому что районы как-то не участвуют в политической жизни страны. Это не совсем хорошо, только привлекаются во время каких-то событий, выборов. Такие встречи будут полезны в дальнейшем в разных районах нашей страны. Спасибо всем организаторам и присутствующим. И темы, которые вы поднимаете, они очень актуальны. Местное самоуправление последнее время, тоже там Андрей Львович сказал, что где-то и молодежь начинает подтягиваться в это, но это от районов зависит, там в городах там больше активности, в районах не совсем так, в районы людей приходится уговаривать, чтобы туда пошли, потому что считается, что полномочий очень мало, и на что-то повлиять очень сложно. На самом деле полномочий где-то и мало, где-то есть и в законе много прописано того, что чем можно воспользоваться, но обычно этим не пользуются. И тихо-тихо сходится местное самоуправление, да нет практически. А их активность очень важна, потому что именно депутаты районные и депутаты сельского собрания, они знают больше проблем, знают, с ними лично сталкиваются. И для правительства, чтобы донести свои проблемы, очень много бюрократии через администрацию села, в дальнейшем администрации района, потом все это переходит в правительство, там рассматривается. Это каждый процесс очень много времени занимает. И человек даже элементарные вещи по оформлению земель, каким-то для какого-то бизнеса, если начинается процесс, бывает, что и по 6 месяцев эти документы находятся на рассмотрении в Кабмине, потом в парламент они еще приходят. Это тоже проблема. Я бывает вообще охоту предпринимателя чем-то заниматься. Полномочий депутатов районного собрания, вот Андрей Львович полностью с вами согласен, что какие-то инфраструктурные всякие проблемы загрузили на себя депутаты парламента. Но на самом деле прямых полномочий влиять на это у нас нет. Так происходит, что у нас есть полномочия, которые могут повлиять и, там, на министров, на всякие ведомства, которые принимают решения, поэтому наш голос они слышат быстрее, чем районного депутата. Я вообще считаю, об этом очень много говорят перед выборами, в процессе там, выборов и парламентских, и президентских, что надо обязательно перейти к выборам и районных глав. Это очень много позитива может принести, так как главы уже будут отчитываться перед народом, в принципе, а не правительство, как сейчас происходит. Где-то какие-то риски есть, может быть, у нас есть там какие-то районы, где можно это не применить, но это приграничные районы можно применить, это в районах где-то возможно, и ничего в этом страшного нету. И тогда уже, если население района будет выбирать себе глав, они также будут требовать какой-то отчетности, тогда полномочия можно усилить и депутатов района, для того, чтобы они могли призвать к ответственности главу. Здесь может сложиться такая ситуация, что главе какое-то недоверие, может быть, по каким-то его ошибкам районные депутаты могут выразить ему недоверие, но в то же время могут из-за этого быть распущенными уже президентом. Так, прямого влияния на него они не имеют. И поэтому не все хотят сидеть статистами, хотя инструментарий у них есть, но до конца довести нельзя, потому что подключается уже центральная власть и помогает главе, ему и могут распустить целое собрание из-за того, что его надо удержать у власти. Там. На самом деле весь этот процесс начал уже такой характер иметь, что местные самоуправления в принципе занимаются
подготовкой к выборам, работу главы администрации района оценивает по каким критериям, как он провел парламентские выборы, если считается провальным его работа, если провластные, там, лояльные кандидаты власти не смогли пройти в этом районе, то его работа оценивается плохо. Что бы он ни делал, какие бы экономические у него там не были бы хорошие результаты, на это никто внимания не будет обращать. Этот глава обязательно будет уволен, и найдется тот человек, который будет именно. И поэтому, конечно же, надо реформировать, конечно же, надо внедрять и цифровые технологии. Это очень важно в районе, когда даже любые элементарные документы, ты адресное бюро, чтобы какую-то справку взять, надо с Ачимчира ехать в Сухуми, паспорт, чтобы сделать, надо 3-4 раза из района выезжать. Конечно же, это все приводит к тому, что наше население страдает, не может вовремя обратиться, не может вовремя получить необходимые документы, чтобы чем-то заниматься в районе. То, что касается каких-то ваших планов по реформам, которых мы еще, может, и не услышим на этой встрече или нет, мы все равно с ними ознакомимся. Еще параллельно есть у нас сейчас комиссия конституционная, я думаю, в этом направлении тоже какие-то изменения там видят, разные документы, разные взгляды, которые будут все равно по итогу рассматриваться у нас в парламенте. И все здравые, хорошие идеи мы, конечно же, будем поддерживать. И все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы улучшить именно жизнь нашему населению, народу нашему. Спасибо большое. Я очень рад, что Ачимчиру вспомнили. Наконец-то это мой родной город. Я живу в Сухуми давно, по понятным причинам. Я не хочу о них говорить. Думаю, все прекрасно понимают, в каком состоянии у нас находятся наши регионы. Ачимчирский район, Кварчельский район – это просто катастрофа. Реально. Там, если говорить о Западной Абхазии, Гагаринский район, Гудаутский район, как-то у них получается выживать за счет туризма. У нас здесь на самом деле перспектив для молодежи практически нет. Почему так произошло? Я думаю, это тема отдельного круглого стола, мне так кажется, именно о проблемах регионов. А что касается сегодняшней темы, хотелось бы по поводу местного самоуправления. Ахра, ты правильно заметил по поводу вопросов демографии, что мы вообще, в принципе, с этого начался и наш вопрос о демографии. В том числе второй наш, так скажем, наша основная идея была, это истинное народовластие. Сегодня в Абхазии, к сожалению, наша система, давайте говорить прямо, мы можем какие-то концепции сегодня обсуждать, но если говорить о сути того, что сегодня происходит, и о сути абхазской сегодняшней политической системы, она ничего общего не имеет с интересами народа. Абсолютно ничего. Она, скорее всего, так задумана не была, но по факту это происходит так. Если говорить о местном самоуправлении, сегодня местное самоуправление – это абсолютно декоративная структура. Абсолютно. Я это говорю и как гражданин, и как человек, который имеет опыт общения с депутатами там, и Сухумского собрания, и местными депутатами. Мне кажется, что это все происходит из-за того, что не придают значения органам местного самоуправления, потому что нет понимания у руководства страны, у всех руководств страны, что это очень важная вещь для развития и страны, и как правильно вот было там в теме у вас обозначено, раскрытие потенциала народа. Что у нас сегодня с органами местного самоуправления происходит? Да, многие, кто имел опыт работы, да, и избирался в органы местного самоуправления, говорят о том, что не хватает полномочий, но даже существующие полномочия полностью не могут быть использованы местными депутатами. Так система построена. Фактически депутат сегодня не имеет никаких инструментов быть полностью самостоятельным, если он хочет быть эффективным у себя в районе. Он всегда зависим от того места, где ресурсы. Ресурсы у нас у исполнительной власти. Все эти люди, они назначаются президентом. Это хорошая система для того, чтобы там сохранять власть. Ее смысл только в этом.
Давайте вещи называть своими именами, о чем Гарри Кукаев говорил. Единственный критерий оценки главы администрации – это выборы. Потому что мы это наблюдаем, это при всех президентах это так. Хотя у них они и по закону главы обязаны и программы развития регионов делать, и много чем заниматься, но никто от них этого не требует. Нету такой практики. Сколько вот в Ачимчире за последние годы сменилось, по-моему, 3 или 4 главы. Так же, где-то так. И я не знаю, по какому принципу кого-то уволили. Я не знаю. Не было сказано ни президентом, ни премьер-министром, которому подотчетен глава, что вот этого человека сняли с работы, потому что у него были провалы там, там и там. Мы не знаем, по какому принципу их назначают и по какому принципу их снимают. Это загадка, так скажем. Но на самом деле здесь загадки никакой нет. Мы почему-то, у нас маленькая страна, компактная страна, у нас очень много активных людей и умных людей, которым мы можем часть ответственности, наша центральная власть может отдать людям и здесь на месте разгрузить себя, снять это, не заниматься какими-то такими вопросами. Вот как депутаты парламента вынуждены заниматься там вопросами, которые не входят в их компетенцию. Они не должны ходить к министрам и просить там дорогу сделать это. Они не должны. Депутаты парламента должны заниматься законотворчеством и политическими вопросами. Все. Так как у местных нет полномочий, люди понимают, что депутат может какие-то вопросы решить, они идут, люди обращаются к депутату парламента. У нас люди не занимаются своими делами. Вот в чем самая большая проблема. То есть, если говорить о каких-то ключевых вещах, принципиальных вещах, что мы должны были давно сделать, это, кстати, я хорошо помню, что до 2014 года, до прихода Хаджиба к власти, в повестке этот вопрос стоял не по поводу выбора глав администрации, но всегда, получается, у нас все президенты, кандидаты до выборов, они готовы, как бы говорят о каких-то изменениях, а когда приходят к власти, и они отказываются от этого, потому что так система устроена, она удобная для того, чтобы власть сохранять. Но, к сожалению, что касается развития и обеспечения справедливости, наша сегодняшняя политическая система ничего там, вообще она на это не заточена и никогда не будет, если мы кардинальные изменения не принесем. Первый, главный, ключевой вопрос сегодня, с чего мы должны начать, это сделать выборность глав администрации. Да, есть вопросы по Гальскому и Гагаринскому району, потому что это приграничные территории. Там, я думаю, вопросы безопасности, они важнее стоят, да, так скажем, чистой демократии. Там можно придумать правильные формы. Но я не вижу никакой проблемы, чтобы гудауцы своего главу выбрали, или мы там, сухумчане, выбрали себе мэра. Никакой проблемы нет. Хотя многие из тех, кто выступает против этого, и многие политические деятели, они говорят о том, что мы не готовы, оказывается, выбирать главу администрации. Вот это единственный аргумент, который я слышал, и он настолько глупый. То есть мы, граждане, мы можем выбирать президента, гаранта Конституции, можем выбирать людей, которые пишут законы, а человека, который должен там асфальт не сделать на улице, я, оказывается, выбрать не могу. Но это глупость, да, я даже не знаю, на кого рассчитаны эти аргументы. Не знаю, среди моих знакомых таких дураков нету, кто может это воспринять серьезно. Сейчас у нас работает комиссия по конституционной реформе, я насколько знаю. Адгур, я насколько знаю, у вас там есть план, у вас есть свое видение, да, изменений. Но мне кажется, именно вот этот вопрос, да, именно выборность глав, я думаю, он не может быть дискуссионным, этот вопрос. Как это технически делать, да, это уже пусть там юристы, правоведы этим занимаются, но принцип, я хочу выбирать мэра в своем городе. Я думаю, также жители Ачимчирского района тоже с удовольствием выберут себе главу, потому что люди могут оценить эффективность работы. Потому что его не выберут. Даже можно срок сделать не 5 лет, как президента, там 2-3 года, как во многих странах делается, чтобы быстро от этого человека, так скажем, от плохого избавиться, а хорошего, наоборот, оставить. Так что вот так, если так коротко, мое видение такое. Вообще, что такое местное самоуправление? Местное самоуправление – это дороги, это освещение, водоснабжение, канализация. Все эти вещи, с чем люди сталкиваются ежедневно, постоянно, каждый день. Местное самоуправление у нас регламентируется законом об административно-территориальных единицах. Насколько действует этот закон, можно судить, да, потому что многие вопросы местного значения, с которыми сталкиваются люди ежедневно, они с этими проблемами обращаются к руководству страны. Получается, те вещи, которые должны решаться на местах,
они не решаются, и люди с этими вопросами обращаются к руководству страны и так далее. Значит, это говорит о том, что закон не действует. Да? Последний раз редакция закона была в 2016 году. Там были какие-то поправки, но какого-то результата он не дал. По моему мнению, эффективно закон сможет работать тогда, когда будет вовлеченность людей. У обычных граждан будут рычаги воздействия, влияния на администрации городов, сел и так далее. Такая практика международная, она есть. Прежде всего, есть такая практика, это партиципативный бюджет. Бюджет участия, он был принят в Порту-Алегре, Бразилии, в 80-х годах. Чтобы вы понимали, Бразилия в то время была одной из самых отсталых стран, даже вот занимала одно из последних мест по всем показателям. И вот это привело как бы власть страны к тому, что они приняли такую практику. Что это такое? Когда часть бюджета есть социальные обязательства, какие-то зарплаты и так далее, а есть часть бюджета, которая рассчитана на благоустройство городов, она, получается, обсуждается вместе с гражданами. Потому что вот мы знаем, многие решения у нас принимаются, да, на всех уровнях власти, и эти решения зачастую мы не можем понять, в связи с чем они такие решения принимаются. Никто нам не объясняет, почему это принимается, и люди как бы тоже не понимают. И часть бюджета, допустим, мне кажется, очень хорошая практика. Люди на местах лучше знают, что им лучше, допустим, дорогу подремонтировать или там парк сделать, или там школу. Ну, не имеет значения, потому что люди на местах лучше знают, что им больше нужно. А зачастую у нас как бы все решения принимаются в властных коридорах, и люди зачастую даже и не бывают в тех местах, да, где вот с чем связаны их решения. Поэтому, мне кажется, очень хорошая практика. Если в Бразилии они смогли к этому прийти, кстати, эта практика, она стала общемировой. Она очень хорошо себя зарекомендовала, и после этого многие даже страны Западной Европы, они приняли такую практику, и во многих странах, во многих городах такая практика есть, когда часть бюджета на благоустройство города, она, получается, дается на откуп жителям, с ними встречаются там главы муниципалитетов, городов, и они вместе обсуждают, что им нужно и что как бы в приоритете. И прежде всего, мне кажется, мы зачастую, да, рейтинг власти у нас всегда очень низкий, без привязки к личности, да, так скажем. И мне кажется, больше вовлеченность людей в эти процессы, она делает власть более прозрачной, когда власть да, поделится какой-то частью полномочий, и тем самым она разделяет ответственность вместе с людьми. И когда человек будет участвовать в этом, тогда все эти решения, они будут намного понятнее людям. Также есть такая инициатива, как правотворческая инициатива граждан. Заключается она в том, что эта норма дает право части граждан обратиться в уполномоченные органы. Там, вот, условно говоря, на примере, если часть граждан считает, что тариф на мусор завышена, она обращается в местное самоуправление, в городское собрание с такой инициативой, где местное собрание в обязательном порядке должна рассмотреть эту инициативу. Если, допустим, эта инициатива покажется, то, что на самом деле какой-то тариф, да, он завышен, то собрание примет решение, чтобы тариф понизить. Ну, это и есть вовлеченность граждан во все эти процессы, когда мы вот знаем постоянно, да, вот до этого здесь говорили, что постоянно у нас какие-то политические вот всякие дрязги и так далее. И мне кажется, это вот все эти механизмы, инициативы, они наоборот помогут, когда человек будет понимать, что от него что-то зависит. У нас как получается, напрямую граждане управляют государством только в день выборов. Они вот выбирают там руководителей всех уровней и так далее, и потом как бы они за них принимают все решения. И человек понимает то, что от него ничего не зависит, что как бы он ни на что не может повлиять, и поэтому единственное вот место, где там он может что-то решить, это вот перед площадью, перед администрацией президента, да, вот единственное место, где он может какой-то там на что-то повлиять, да, во всяких этих событиях. И мне кажется, как бы, ну, любая власть, она очень как бы защищает свои вот те властные там вот,
позиции, да, которые у нее есть, да, и не хочет делиться с этими полномочиями, хотя прежде всего я думаю, что власти выгоднее всего это власти, когда власть, она разделяет ответственность за все эти решения с гражданами, поэтому никто не может сказать, что там кто-то так решил, что там какой-то чиновник в большом кабинете, что это все было сделано, какое-то решение было принято вместе с интересами населения, с учетом их мнения. Вот. Также, мне кажется, это исторически близко нам, потому что у нас даже при феодальной системе и так далее, у нас все решения народ принимал вместе, да, и таких примеров очень много, там и Лыхнинская восстание, очень много примеров, когда даже обычный рядовой гражданин мог повлиять на какие-то процессы, которые у нас происходили. А вот сейчас у нас происходит то, что весь перекос у нас идет в исполнительную власть, к сожалению, и зачастую принимаются такие решения, которые как бы людям непонятны, и эти решения никто не объясняет. Также вот Адгур говорил насчет выборности мэра. Вот я, как бы это моя инициатива была в Сухумском городском собрании, выборность главы города, да. Почему, как бы вот на наш взгляд, это лучше? Потому что любой выборный глава, он легитимнее, чем человек назначаемый, да. И более все знают все вот эти назначения там, да, и там мэров городов и так далее. Это все у нас происходит в преддверии выборов каких-то и так далее, на основе там, становится предметом да, торга. Становится предметом торга и так далее. И по большому счету система, опять-таки без привязки к кризису, система такая, когда человек приходит, ему в принципе не нужно граждан принимать, потому что он напрямую зависит от президента страны, у них есть какая-то там договоренность, и поэтому ему мнение граждан по большому счету как бы тоже все зависит от человека, конечно, но неинтересно. Когда же человек, он выборный, так или иначе, наверное, любой политик, он хочет дальше пойти там, на другие выборы, поэтому ему важно то, чтобы население его поддерживало. Ему и нужно и участвовать в каких-то процессах городских, и принимать население, учитывать мнение населения. И поэтому, как бы это мировая практика, что любой вообще выбираемый, он более легитимнее, чем назначаемый чиновник. Да. И есть такая практика, вот, практика местных референдумов. Да, вообще общемировая. Кстати, мы тоже выступали с референдумом. У нас закон об административно-территориальных единицах, есть норма закона, которая дает право местного референдума, но процедура его, она не прописана. Но тогда не дали, да. У нас такая практика была, она носила рекомендательный характер референдум. Мы хотели узнать, у населения согласны они выбирать главу администрации или нет, но вот экс-президент отменил это, к сожалению, решение и как бы даже не дал людям возможности свое мнение как бы выразить. Хотя вот если взять, допустим, западноевропейские страны, Германию, Швейцарию там, и так далее, у них этих референдумов там сотни проходят как бы в год. И даже такой был пример, когда в Германии, да, в каком-то городе строили автобан, федеральная власть строила автобан дорогостоящий, и он проходил через какой-то сквер. Группа граждан с этого города собралась, значит, обратилась с такой инициативой, чтобы провести референдум. В итоге референдум провели, и граждане высказались против, чтобы этот автобан проходил через сквер. И поэтому пошли на большие как бы затраты, и пришлось автобан в обход этого сквера делать. Это говорит о том, что прежде всего важно слышать мнение людей. И вот мне кажется, то, что все вот эти вещи общемировые, там много их там, как бы всех этих вещей. И мне кажется, чем больше будет вовлеченности граждан, чем больше будет рычагов у людей на принятие решений, на вовлечение людей, как бы, тем это будет намного эффективнее, сама система будет работать. И прежде всего это выгодно власти. На местных собраниях вот мы 3 раза послали субъектам законодательной инициативы, это в парламент, президенту, это было в 17-м, 18-м, помню, 19-м году, 3 раза мы послали с нашими поправками. Вот даже вот здесь присутствуют и депутаты местных самоуправлений. На самом деле, вот люди туда приходят, там горят желанием что-то поменять, что-то изменить, но по большому счету полномочий этот закон не дает. Вот как мы знаем, вот у нас ребята приходят, их люди поддерживают, они вроде бы стараются, что-то делают, но вот потом спустя время как бы граждане многие недовольны, они говорят, что вот мы надеялись, что депутат что-то сделает, но он не может. Потому что нет у них... Получается, люди от них ждут больше действий, думают, да, что у них есть полномочия это делать, хотя на самом деле по факту им нет. Депутат он хочет, горит, но не может. Вот
допустим, вот из примеров у нас есть управление, да, в администрации. И вот, к сожалению, у нас норма закона дает право утверждать их, да, но в какой-то срок проходит не прописано. Вот, допустим, да, Это, между прочим, да, депутаты, вот, кстати, в поправках наших это и было. Вот есть управление, да, ведущие экономикой, культурой, спортом там, и так далее. Но вот в какое временной срок должны их утверждать, тоже не прописано. Также, когда освобождают начальника управления, если норма закона дает право нам согласовывать, то, ну, мое мнение, наше мнение, то при снятии, да, добровольного чека норма закона должна давать право, чтобы мы утверждали, когда чека убирают. Почему? Потому что мы же не знаем, допустим, власть у нас часто меняется. Может быть, по каким причинам людей снимают, нам тоже непонятно. Может, человек исполняет свои обязанности хорошо и так далее, может, кому-то он не понравился, может, политические какие-то расхождения, тоже мы не знаем. И поэтому, к сожалению, норма закона не дает такое право. Также это касается начальника управления внутренних дел. Да? У нас здесь получается двойное подчинение. Назначает, получается, исполняющий обязанности министра внутренних дел, собрание его утверждает. Но в случае, допустим, если собрание его не утвердило, он имеет право оставаться на своей должности там хоть 10 лет. Тоже норма закона не дает такого права, к сожалению. Да. И очень много как бы таких вещей. Мне кажется, еще, может, и не популярное такое решение, да, но мне кажется, что депутаты местных собраний должны быть на оплачиваемой должности. Почему это нужно? Потому что когда сегодня это получается как общественная нагрузка. Депутат, он работает там, в другом месте и так далее, и получается вот, у него как общественная нагрузка, он не находится на своем рабочем месте постоянно, а чтобы он более эффективнее свои обязанности исполнял, мне кажется, он должен постоянно находиться на рабочем месте, принимать людей, постоянно быть вовлеченным в эту работу. Хотя это может быть не популярно, да, потому что у нас как бы наоборот чиновничий аппарат очень большой, его нужно сокращать, но именно как бы в этом плане, мне кажется, депутаты должны быть на оплачиваемых должностях. Или хотя бы сделать пропорционально, да. Вот мы, допустим, бывали в Москве, и в Санкт-Петербургском собрании, у них часть депутатов как бы находится на общественных началах, часть депутатов находится на оплачиваемой должности. Ну, проблем очень много, да, вот я с ребятами тоже разговаривал, с Сухумского собрания. У нас была даже вот практика такая, когда мы собирались со всех районов председателей, и вот все эти вопросы, то, что как бы, за что у нас душа болела, то же самое у них на самом деле, все вот, как бы эти вещи, они свойственны для всех регионов, всех как бы, к сожалению, нету полномочий, нету прав и на местном уровне, поэтому я думаю, что если будут инициативы, да, которые, и то, мне кажется, власть, она не всегда идет очень как бы неохотно, да, какие-то фобии в обществе постоянно там возникают, то, что мы, к сожалению, очень не хотим что-то менять, постоянно чего-то боимся и так далее. Так что, мне кажется, если больше таких инициатив будет, тем больше эффективнее на местном уровне можем решать те вопросы, как бы, которые связаны именно с жизнью граждан. Хорошо, Давид, спасибо. Благодарю всех за приглашение, спасибо за крайне содержательные, информативные выступления предыдущих ораторов. Действительно, здесь сложно после вас что-то добавить. Очень информативно, емко, правильно и практически совсем согласен. Но я постараюсь как-то коротко по своему опыту что-то добавить. Но для этого, наверное, надо будет немножко разделить вот, понятие местного самоуправления или там, местного государственного управления в районе. Но прежде всего местное государственное управление в районе это, ну, наверное, будет администрация района, возглавляемая главой администрации, которая также входит в единую центральную систему органов исполнительной власти в Республике Абхазия. Есть определенные сложности в тех или иных районах, своя специфика, в Гаграх чуть больше. В виде налогов Гагра, наверное, зарабатывает, другие районы чуть меньше, что-то, какой-то из районов более дотационный, какой-то менее дотационный, так или иначе мы все, в принципе, дотационные, но сама суть, насколько эффективно глава будет исполнять свои обязанности, зависит все-таки не только от того, насколько он правильно ведет администрирование работы, насколько он компетентен в этих вопросах, да, вот как сети-менеджер, да, так выразимся, ну и настолько, насколько позволяет ваша зарплата, как говорят, да, что есть из того, что было, то и налепило, да, получается. Ну, сложно сказать, какой моделью
лучше нам воспользоваться. Я вот согласен части, что вот, да, я вот, кстати, тоже сторонник более демократических процессов, когда главы городов и районов будут избираться самими жителями на местах. Это действительно интересно, мне это более импонирует. Но на самом деле, в принципе, если говорить о местном самоуправлении, вот если вы помните, в 2016 году экс-президентом, прошлой властью инициировались реформы органов местного самоуправления, там даже конституционные какие-то процессы проходили, там и в Конституции были, значит, реформы были затронуты, но они были, может быть, не сильно наполнены. С чем это связано? К примеру, до 2016 года для того, чтобы президент мог назначить главу администрации, человеку сначала надо было избраться, стать депутатом местного самоуправления, и потом из числа депутатов местного самоуправления президент мог назначить ту или иную личность, так это назовем. Вот. К чему это приводило? Ну, в каждом районе, наверное, своя специфика. Вот откровенно хочется поговорить, даже круглый стол у нас. Вот в Гаграх это, например, приводило к многим интересным процессам. Вот избрался человек президентом, собрание уже сформировано. Хочет он назначить человека, его в собрании нет. Какие процессы могли происходить? Следующий процесс. Для того, чтобы человека назначили мэром города, ему приходилось договариваться с кем-то, возможно, да, теоретически с кем-то договариваться, кто-то должен ему в каком-то селе сложить свои полномочия, для того, чтобы там Астамур условно там избрался, и после этого он был назначен президентом Республики Абхазия, главой администрации. Сейчас эту модель чуть поменяли после реформ. Теперь для того, чтобы стать мэром города, достаточно быть просто, ну, наверное, политическим сторонником. При этом я полностью согласен с Амираном, вообще с Адгуром, прошу прощения, Геннадьевичем. Вообще не очень понятно, по каким принципам назначается с одной стороны, с другой стороны. Прекрасно понимаю, что принцип политический в основном, конечно, идет. Вот. И, наверное, не совсем правильно, когда мы навязываем людям на местах своих политических соратников. То есть мы же доверяем народу, народ выбирает президента. Почему народ не может выбрать главу администрации? Я полностью это поддерживаю, согласен. Но если все-таки использовать ту модель, которая у нас уже сегодня есть, если ее доработать, к примеру, местное самоуправление, чем можно было бы его наполнить? Ну, можно было бы наполнить дополнительными какими-то полномочиями в сфере там, утверждения, согласования кандидатуры начальника налоговой инспекции на местах. К примеру, в соответствии с законом о государственной налоговой службе, если не ошибаюсь, министр представляет данную кандидатуру местным органам государственного управления, в данном случае главе, по согласованию с главой, начальник МНС по какому-то тому или иному району назначается. Ну, можно было бы эту функцию, к примеру, изъять у органов государственной власти и передать ее народу, то есть местному самоуправлению, чтобы они рассматривали эту кандидатуру, согласовывать главного архитектора, там, коммунальные какие-то службы. Все это необходимо наполнять. Но с моей точки зрения, вот самый главный принцип, наверное, сложности работы депутатов местного самоуправления заключается в конкретном контроле. То есть нужно создать не только полномочия, они в принципе есть, можно их наполнить просто, но наделить определенными инструментами контроля. Вот что могло бы быть контролем? Мы в нашем созыве как-то постарались, как-то действительно искали с председателем собрания, с коллегой моим Астаном Агрба. Мы долго искали и попытались найти некую форму для того, чтобы контролировать расходование бюджетных средств. Ну, откровенно говоря, не все же депутаты разбираются в бюджете, многие его читать просто не умеют. Это действительно объективная правда. Ты голосуешь за тот или иной финансовый документ основной, по которому в течение года будет жить весь район, а что там написано, не знаешь. Это тоже правда, это имеет место быть, к сожалению. Поэтому это отдельный вопрос о качестве нашем депутатов местного самоуправления. И тут, наверное, у нас родилась такая мысль, для того, чтобы правильно администрировать эту всю работу, внутри собрания, смотреть, как это все происходит, мы создали в аппарате собрания штатную единицу, назвали ее аудитор собрания. Приняли решение, то есть у нас в аппарате появился аудитор, который в принципе мог по соответствии с запросом собрания проделать определенную работу, мониторинг, расходование бюджетных средств администрации района и дать нам какие-то заключения, насколько они эффективно расходуются или неэффективно. Ну, что-то некий инструмент в виде контрольной палаты, да, в Республике Абхазия. В
При первой же проверке мы, в принципе, при первой же проверке аудитор принес свои плоды, при первой же проверке мы получили информацию, пояснительную записку, что некоторая часть бюджетных средств расходуется не очень эффективно, то есть там где-то что-то можно сэкономить, куда-то более где нужно перекинуть, мы это сделали. Это было полезное, правильное решение, но при проверке контрольной палаты Республики Абхазия, Гагрского района, они выявили, что вот наше решение не совсем соответствует основному законодательству. Их потребовали его отменить. То есть в этой части, я не оспариваю, возможно, в этой части контрольная палата, конечно, права, но значит это нам дает простор, в частности депутатам парламента, поработать в этом направлении, чтобы можно было бы создавать, допустим, такие вот институты контроля внутри собрания. Ведь, по сути, при каждой администрации есть так называемые контрольно-ревизионные управления. Они, исходя из их положения, подчиняются исключительно главе местной администрации. Ну, то есть сам себя проверяет, поэтому такие институты должны быть совершенно в другом органе, как мне кажется, как мне видится, вот в этом отношении. И в качестве института контроля было бы полезно именно эту инициативу использовать. Что касается глав администрации, но я все-таки склоняюсь больше к тому, чтобы действительно, вот мы еще в процессе дискуссии к этому подойдем, конечно, но вот все-таки, наверное, надо выбирать глав, и не только в Гудауде, не только в Сухуми, и в Гагре можно подойти к этому вопросу. К любому вопросу можно подойти грамотно, надо просто над ним поработать, изучить, исследовать и готовый продукт какой-то выдать. Я думаю, мы в этом отношении очень продуктивно могли бы поработать совместно с нашими коллегами, с депутатами парламента. Просто надо изучить, исследовать и выдать готовый продукт. Что касается информативности, о которой цифровизация, о которой говорит уважаемый Андрей Львович, в действительности это полезная инициатива, которая приведет в последующем, ну, наверное, к таким инициативам уже среди местного самоуправления, государственного управления, как умный город, для того, чтобы качественно и быстро получить, да, квалифицированную услугу. С чем сталкивается, допустим, депутат местного самоуправления? Если ты не имеешь личных внутренних коммуникаций в органах республиканской власти, в органах местной власти, тебе сложно этого всего добиваться, у тебя уходит время. Я полностью согласен, когда вы говорите, что человек не должен долгое время обращаться там, с заявлением там, на разрешение на строительство или о выделении ему земельного участка и сидеть, ждать, потом это заявление может потеряться, потом оно может вообще там, значит, его рассмотреть только через полгода в итоге он в ожидании ждал, а пришел отказ. Все должно быть быстро, информативно, и к этому, конечно, надо стремиться, чтобы более качественные услуги предоставлять населению. В этом отношении, ну да, полностью тоже согласен. В целом сложно здесь что-то вас, из того, что вы говорили, сложно что-то дополнить, потому что действительно проблема, она у нас общая есть. Единственное, что, мне кажется, надо нам выбрать, это какую модель нам необходимо просто использовать. Выборы глав на местах или существующую модель использовать, но все-таки ее необходимо наполнить. Вот совместно, наверное, да, с депутатами парламента можно было бы это проговорить и использовать более качественный продукт уже выдать. Именно в законе об управлении в административно-территориальных единицах поработать, может быть даже в законе о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, то есть функции контроля местным органам государственной, местным органам самоуправления, более делегировать какую-то часть полномочий и так далее. То есть в этом смысле, да, я полностью согласен. Я думаю, что простор для работы в сфере законотворчества у наших парламентариев достаточно большой. Если сформировалась бы какая-то рабочая группа, я думаю, многие депутаты местного самоуправления нынешнего созыва, прошлого созыва готовы были бы войти в какую-то рабочую группу, вместе поработать, помочь, потому что там будет целый ряд законодательных инициатив, целый ряд законов, которые необходимо будет, значит, доработать, дополнить, проверить для того, чтобы улучшить качество работы органов местного самоуправления. Вот в этом отношении хотелось бы добавить. А так дальше готов, конечно, к полемике дискутировать. Спасибо большое за внимание. Ибзин ирдырут, атапан при ауску рухейт, напал алак иштекрацут. Насужара аджим Сергей Хазахим нас исахво сахадгалу айхарак ичерт за нисбат при аводу Европа садгалу Сергей
Аханс хазыги гуанагара хаму абстазараджа бас ахши лазано ахцоб хабих уско яхзих ва хазлачажу хазыги илкал базухтан бян тазахан бас ус ажгеги қаймцит хаб хайқаз хаштахиқаз хачик яшам хас казод важби уско хазыги хасчуцу проблема по хаму поводу хаму хазепшу дайрукро иқоб ипсаху азухтан бян тазахан амта инакуршана أخي خجي يخطب حازق عبخزود يزجي أشر شباب خاء أعصر ويجان نخل مساري نارت بأنا شاطر شجري جيسنس بزين يحضروا تحريخا أريا كمشر ريون حقوق عامة سروزم أو ديرو بسني خازم أقول يرتشو يحسشر نقول أتبن بياشن أزنيش حقهم شر أيونس قبل ميغراتيا أبخين رجلنا حكتك وتتشوب أي بشرا مشتخ ميغراسيا حوز حري حسقط حسقيا نقول يبزين يحضروا ديخان ناس رايحون يوزا دوت ريون ما جاجر ريون توريزم جانا خلقشك جارو وجانا خلا رايح حضروا أبجوا صوت وكتك ناس تبقى كربشاوت أو صرت بخلهم ما يخرجنا بعد ينور متكر خبخزار از خزوم يبزين يحضروا يخبي أنا بوكيشاي رسولتز أو ديروكوا ويادقي يقوفي قرتي حسشرزو عوض يوروكو ويحاول شو زي كان سروس خذ وزجانا خلص شو الصوت صار شو زي حضروا تسوينا قلت رينس خشيت جاب شو حسب برا بس شو بيصير شرب صوب حسبينا قلت يسخز ارتيست خو أنا بقى يخبر أمري لو يبايشي وزيش أوصل شجاع صار цифровизация автоматизация من وزويه أنت شرنا جز وسو وي زمكولوجيا وحامو بياشم حيزنيو أخويه كا يوم نرجود يشاطر ناس سرزبانا جريسفود برت централ орган حكوت نسوسني центральное управление حكوت и региональное حكوت районное وبرت برا ريفاز جشيء زي بشاش متشسف زي بشيك ناس بريت تبقى مشركة يرمو جماعهم زغلاب يخي يرمو رخيار قن وس رمزازر جالوت يرح رجابوس زوز خي يتجي حرشر حبتازر حبتان حسبانا قد خنسوي عام تبخي يتجي بو بوس حورو حزنيرو التوريزم مجانا خلاحة شوزر ويبشي بو يزار شوزو عيبش حترقا حمزم يشطنا بو يبش سخالوف رزق شطو أيونا عاشت هنورجو سخاليش ورجو يبش ناس عيبدا وشوي يبش سخالوف رزقي حنتكار رجيش جلو يشغلو بريغانا خلا أتبان يبوا أوسزو يتجي تخرع رتدو وجو أتوقتن بيان تزحني عبود أبري شبسك على حزام أنولوجو ريفورما يغلظ يبزين يحضروا تحزقي أي مكان شكات سنسكنجي عين دايس ويعني فزنو عين دايس ومساس لشارو أتبان بين دايس إزبان وزر شكوس ربخزون ويا أتبان جان خارقون ويا قزرقون سكنجي أخشاجرقو يخاص راس سكوانا جلسوت ياشان يبخزو ويا عند كارب بيجيت شغياوت أجرت نالوب كرزان رجز الخي دركو ريختبن يبو إزبان وزر أو عوص خر وتبنشو ياشن يدرز ربيخا عقل كخدا يرويدجي شغاو عجبر يخا إقتصادي процесс كويمي بسو الخالد الخر التخزر ناس أجرت ريون كربون بي ناس أي مدرب غزرو استخو يرجو يربزو عاب خررتو ما يرزيب شرصار الشرطز أجان خليزنينا أبش زمو أو عزبتو يزدقو أقوى رزمو أجيب جارة أتبن بيجان خلا برا ديبوتات يهوي تياش يهود عادجل أجان خلا عادجل تذكر يخانس ريون الجيبو أتبن يقو وسزو دريح بزين يزدرودا الناس المينستر يوبزر توريزم يوم يريكا كتن خام يدحو يوم يريجس نسنا بلقي حمو آخر خارتك بحرقو بشوزر ورتي حري حيشاجنا أبرياد جل تذكر أبري خي حرقرب أبريجان خلا يشوني زن عتبن بيقو يراحترو ويا مشتخ أخلا بسر بزرو ناس عشقا يبوتسو كونبا وياتسنو حرقي حزي بسيني عدرو شغشقو جري ساس بخزا جري اس بخزا واي أسلم حرزوه وارد شخول وبري ساقو بسوزر وبري خشيك إزنيتو بحسبيس يعني ناس وجريش هز عقلك خدتشا ألخبط
Астара сымпсара, а района хадайоку, аклака хадайоку ялахкуда. Уже хаб бдота район. Его по аклака на фон, яхагулу, уядаги район, аклака дота яхагулада. Гагра район, Ачамчира район, хабуфуза. Уже хапа район тбау параусами, Ачамчира, нас ката курила и тбау по аката хадачаву. Ираклак, Мкала, Хлопшуда, Майри, Хатапуйома, и на Субриге, Ашмуджей, и Рыбацкого. Административный центр Ахау, Ай, Уштана, Сарешим Хойнас, Иреши Тоху, Иреши Губхо, Айцотха, Катакачи Дацхарар Алот и Губхарала, а район да Акалак Дацхарар Алот, да Гемацхарар Алот. И шеф Разепша, да Тапагум Прибуда, Шажирада, Аджунда Хадаргу. В Бриге, Аджи, Напей, Май, Хатапу, да Хлопшо, Вируядаги, Аджи Хатапу, Яжарума, Катакрома, да Хлопшо, Хлопшлейту, а Тапху Примена, и Раакла, Карайона Джибу, и Хабаджу, да Бас Ихозар Хасан. А район Ахада знал, а район Ахада ему высал шара, а кытаква Ахадашвай рейт, я саргиш ашпаховшо. Уи урт ялхо, нас ариалхаз усам чахту шпахсу. Бре бизнес сазы, уи зиги тапхазы тахар алот, а бре распределить пошо кебо дом хенткара перджома хазнеру иха ус ярлас на генсвиз зара шукей Марьяма харфит нас хазыгу змнус хазыгу ус кумпаптик инсана алсшахнато зарейш шозеш ма район качма калак качи хазнер яхнато хабаб Агия бжара на сара уже депутат шеишаз, а депутат Рашканал Архлак, а министр и функции подер Готшвит, а исполнительная власть функции дер Готшвит, уизхару дар депутат Шаров. Избановзер, Ялар Ханза, Ихахцу, Жзахацу, Хбито, нас Джи Игана Джицот, а я чуть веропяла год, сарас Салар Харпекулцар, вашпи Адгаларусту, Тустара, Пагуса Кумба, а депутат Ялар Хазги, Вашпи ям тананчо, шагазаква нидикалас, шагайцаз, и яхума пенткара, усукумка, вай вивюху кютан, сара ажва сарантаз, сарей суханах, ажва симербейтха, усукумка, и хан шейчоп, алшара куб, а интернету куб, агис хануца шибуб, сазбана гара, када джурбара бибуб, вашпи ям тазахан, уи депутата парламент, юхад, дизжиза ус, дизнеса замя, уи утши насалха, куя хабха айшту. Агия бжара на сатыпан депутат шейшиш хазеб Улафаху ров хасави сакшахату. Избанабзар Улафаху замуза уи иха ириконпи пстаза рачонпи юкузи узжизи ха уюзи япецу. Уи усанак хазухтан пян талхраку чахнарбота Улафаху абзамаха ава урах хыздырхай. Инеян за нас шупсыка мыштых янижницо дей талхраку уира бюджета чихозарги убри ганахла. Нас раз субшатан бишасут тапан пи избарком коебо абри района джусзо авалоху уи харе азынак зумха яцын куёб иха амчрычыгу алхрапами пыргу. Ус яхтазам хазис бхазот уи хазны орган хасаблы хазны ихасру. Уи сарсбана гурмусужра зиги бах бхазо ясызу маха хабханки атып طبعا بيوس بحر ورح دخزر ويكون بيجي حلقة الحبطوب حسبي أنا دو كيف جارا ناس أبزيران شيء غيزات يخا يخجولا جورتي رزع عني مريوب أبستازر وحرق وبازوم ورتجي ريفورما كيالا تجود يخا ناس ريف رز جاري يالا تجود يردش جوبيوكا واغو بيجو بطبقة يخلا تجود حزق ناس حوب يكشني يزقم ورجع الزارق تححو يكشني غلار شد بخيربي شجاك حسيت حسبي أنا دو Очень приятно сегодня здесь находиться. Акбар Амирович, вам личное спасибо за то, что сегодня организовали такое мероприятие. Это мероприятие сегодня организовывается в городе Ачимчира, что вдвойне приятно. Как здесь коллеги подчеркнули, я считаю, что в Восточной Абхазии, конечно, нужно уделять особое мнение, особое и со стороны государства, но и со стороны политических деятелей, тех людей, которые занимаются политикой. Что касается местного самоуправления, беря опыт, буду брать свой личный. Конечно, депутат собрания, он
на мой взгляд, тесно общается с рядовыми гражданами. Вот, допустим, сегодня рядовому жителю очень трудно прийти к министру, очень трудно прийти к депутату парламента, хотя тоже наши депутаты держат с ними контакт, но они все равно обращаются к депутату местного значения. И проблем у них очень много. А депутат собрания, к большому сожалению, в своих полномочиях ограничен. Те люди, которые работали, они знают, как это все происходит. Приходится идти к главе администрации. То есть уже депутат идет к главе администрации, и у него, как обычно, получается просьба. То есть он не может в законном каком-то порядке что-то требовать. Все действия депутата собрания, они носят рекомендательный характер. Конечно, вот мы с коллегами тоже как бы общались на этот счет, и когда мы были депутатами, много чего обсуждали, в том числе, вот как Дмитрий сказал, мы проект закона послали в парламент республики, в том, чтобы депутаты рассмотрели, чтобы в том числе и начальники управлений, которые подчиняются администрации, в том числе они были и депутатами тоже, да, чтобы депутаты за них голосовали, потому что когда ответственность была бы выше. Но с мертвой точки никак все не сдвинулось. Ну, думаем, что в ближайшее время, может, в будущем депутаты будут рассматривать этот вопрос. По поводу, вот я хотел сказать, остановиться по поводу выборов главы администрации. Вы знаете, мы в свое время и в общественной палате общались, и депутаты парламента там присутствовали, да, и, знаете, все говорили одно и то же: надо, надо, надо. Но когда дело доходит до решительных действий, да, все идет не так, как надо. Вот мы говорили о местном референдуме. Местный референдум, как бы, это просто воля граждан, да. Вот мы хотим сегодня, допустим, как многие говорили, как нам делать, проводить выборы в Сухуми или проводить в Гудауте, в Гагре. Но для этого мы не можем сами что-то решить. Мы должны спросить у наших людей. Мы хотели провести местный референдум, рекомендательный характер. Вот прошел референдум, мы посчитали, что наши жители города Сухум хотят обсудить этот вопрос, хотят, чтобы мэра выбирали. Но сразу началась политика, сразу кто-то с чем-то захотел с полномочиями делиться, и как бы президент, вот, бывший тогда, вот, как говорится, решение наше отменил. Но для меня, знаете, еще очень такой странная такая ситуация, когда все практически кандидаты в президенты, когда идут, да, все говорят о том, что мы будем выбирать главу администрации. Все говорят. Ну, практически, да, практически говорят, да, что если наша команда придет, будем, ну, в конечном итоге с мертвой точки вот этот вопрос тоже не двигается. Ну, конечно, депутаты собрания, те ребята, которые работают сегодня, очень трудно. Зачастую, вы представляете, без заработной платы, без полномочий, без ничего, а приходится делать определенные вещи. Определенные вещи — это дороги, это свет, все, что, как бы, да, у наших граждан очень много требований. Ну вот как бы так пытались работать и что-то в таких, даже в таких полномочиях что-то делать. Но, на мой взгляд, да, выхода просто нету. Либо нужно депутаты собрания, чтобы могли принимать какие-то решения, либо, ну, грубо меня извините, нахождение их там вообще, я считаю, просто бессмысленно. Потому что можно было сделать так, чтобы, допустим, как один из примеров, вот у нас тоже как были такие мысли, городские судьи, городской прокурор тоже в том числе, чтобы, да, допустим, за городского прокурора, почему не должны голосовать местные депутаты? Да, они должны голосовать за него. Ну и, конечно, и пробелов очень много. Вот, допустим, начальник УВД города Сухум, он и сегодня находится в статусе ИО. То есть, допустим, документ в собрание пришел, собрание этот документ не одобрило, не проголосовало, а он сегодня на том же рабочем месте. Ну, вопрос другой, тогда зачем его нужно вообще посылать в собрание? Зачем спрашивать мнение депутатов, если это мнение, в принципе, важно? Ну и ряд других вопросов. Конечно, в таком положении, в котором находится городское собрание, сейчас говорю по городу Сухум, а вообще, допустим, собрание районов, там, СОВ, это вообще, я считаю, что просто так люди, да, и вот мы видим, допустим, да, проходят выборы даже в столице, в городе Сухум, там на многих участках один кандидат. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди не хотят туда идти. Это говорит о том, что человек, который туда идет, это как бы общественная нагрузка или в будущем, да, хочет пойти депутатом парламента. Вот, только так, да. А
А нам же нужно делать для того, чтобы мог пойти человек, поработать там, да, что-то сделать, приятное сделать своим гражданам. Я вот на эти вещи так смотрю. Обзервачимыз яша айзер шалазы кузиги и того айкайча ушара хапче яша халафра физлачарию тема и накне и как высшего исход в принципе тоже вот по вопросу реформы касаемо органов местного самоуправления. Да, безусловно, я тоже сторонник и поддерживаю того, что необходимо проводить реформы и очень даже серьезные реформы в плане усиления полномочий местных депутатов, но это мое субъективное мнение. И да, есть необходимость проведения реформы, но самая большая беда и проблема наша, не в обиду никому это будет сказано. Сегодня у нас есть закон о местном самоуправлении. Наша большая беда, я считаю, то, что этот закон в полном объеме не работает. Сегодня не соблюдаются те нормы, которые прописаны. Вот даже касательно депутатов парламента, вот я себя возьму и депутатов местного самоуправления, в ходе выборных процессов мы на себя берем, каждый получается, что какие-то обязательства перед населением, там в благоустройстве их инфраструктуры и всего остального, хотя это не должно касаться депутатов парламента. А касательно депутатов района, сегодня вот у них полномочия ограничены, да, жители обращаются, население видит, что на самом деле в своих возможностях и полномочиях депутат районного собрания ограничен. Но я считаю, что депутат собрания в одном лице, конечно, ему тяжело будет какой-то вопрос решить и довести до логического конца. Но когда собрание района будет как один орган работать и поставить себе цель и задачу не решение вопроса локальным образом, точечно, а поставить себе задачу перед руководством и себе, что совместно разработать программу развития того или иного региона. Скажем, вот каждый вот депутат, будут они 10 человек, каждый со своего района, они должны знать со своего округа и района, какие проблемы, какие приоритетные вопросы в первую очередь надо, это развитие инфраструктуры или развитие сельского хозяйства, что приоритетнее будет для того или иного района. А мы, к большому сожалению, так не подходим. Вот к нам жители обратились, мы локально начинаем бегать и заниматься этим вопросом, и в конечном итоге мы упираемся в стенку, в тупик попадаем. А если у нас совместно орган один разработает программу развития района или региона, будь он глава администрации, будь он и министр, и все остальные, не отреагировать на обращение такого органа, я думаю, что не смогут. Понятно, да, когда по одному вопросу только подходишь, это уже решение остается за главой. Помочь в этом направлении тебе ту или иную дорогу сделать, или линию протянуть. А когда к нему на стол ляжет программа развития района, он вынужден будет отреагировать и при формировании бюджета учесть все те предложения, которые предоставили району. Мы вот зачастую этим и занимаемся. Даже вот Ахра затронул тему финансирования сельского хозяйства. Сегодня в этом году заложено на развитие сельского хозяйства 100 миллионов рублей. Это, может, небольшие деньги, но каким-то подспорьем для наших граждан, жителей это может быть, но проблема в чем я вижу, там комиссия создана, я являюсь членом комиссии. Единственное, мне бы хотелось, не то, что, как вот вы сказали, напрямую, что с района туда, в министерство, на комиссию не попадали бумагу, а уже, вот, например, Очимчире возьмем, это один из аграрных районов нашей республики, где можно на самом деле развивать аграрный сектор, для этого все условия есть, но у нас в районе отсутствует программа развития аграрного сектора. Если она будет разработана, даже житель сам не должен будет писать заявление, дайте мне, дайте то. Когда у нас программа будет в каждом селе, что можно вырастить, уже на местах глава администрации села, глава администрации района может уже смело обратиться к
руководству страны, чтобы для развития аграрного сектора или именно в этом направлении развития выращивания той или иной культуры, он может обратиться, получить денежные средства в район и, естественно, уже потратить их по целевому более эффективно. Ну, я думаю, если мы в этом плане начнем работать более эффективно и плодотворно, и выгоднее будет для района и для нашего населения. И когда, еще один момент, когда человек избирается в местное самоуправление, мы должны донести людям то, что этот человек не идет туда, чисто только, чтобы заниматься только ихними дорогами, ихним светом и всем остальным. И человек идет отстаивать интересы своего народа в общем объеме за весь район и за все целое. Не то, что там 3 километра дороги или 2 километра провода надо поменять, а будет затрагивать все те проблемы, которые существуют в этом регионе. Здесь есть люди, которые имеют российские карты, Тинькофф, например. И я сижу в сухумской квартире, я могу в России по интернету взять кредит, что-то оплатить, потому что сделка узаконена, это цифровая сделка. Я это имел в виду, чтобы эти технологии, у нас есть сейчас карта АПРА. Может ли наш гражданин по карте АПРА, сидя дома, платить за свет? Это же проблема, надо деньги, не можем собрать. Власть тоже должна предоставлять инфраструктуру современную. Или я хочу, чтобы наш крестьянин пчеловод, сидя дома, мог купить трактор и не ездить, ходить по кабинетам. И в этом плане, чтобы эта сделка была законной, его заявка носила официальный характер как документ, чтобы сделка по интернету любой суд мог принять, тоже была законна. Это очень много зависит от Министерства юстиции как инициатора, а инициатива есть, я же правильно понял? А дальше депутаты, президент, это должны все узаконить, и тогда наша жизнь ускорится, и наши люди быстрее вовлекутся в экономический процесс. И быстрее, и дороги будут быстрее, и школы будут быстрее, и все будет быстрее. Вот о чем речь идет. Но с чем мы столкнулись в рамках Минюста? Я вас прошу, вы все на Минюст не вешайте. Мы со всеми этими задачами точно не справимся. Мы работаем исключительно в рамках объема наших полномочий. Просим нас тоже не переоценивать. Спасибо за поддержку в любом случае. Но в чем проблема интернет-эквайринга? Официально в Абхазии он невозможен. Мы, к примеру, в рамках получения выписки из ЕГРЮП, дистанционно, из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, продумывали механизм сделать это дистанционно, чтобы человек мог на сайте. И у нас уже в тестовом режиме эта система работает. Но опять мы столкнулись с проблемами интернет-эквайринга. То есть как оплатить соответствующие поступления государственные, если я не могу официально на законодательно-нормативном уровне это сделать в рамках абхазского пространства. Да? И есть пару мыслей, как эти системы можно обойти. Они, условно скажем, очень сложные, технически сложные в рамках Абхазии, но мы будем пытаться в этом направлении двигаться. Поэтому такой короткий комментарий насчет интернет-эквайринга, что здесь действительно проблема. Депутатом городского собрания несколько раз прозвучало про референдум местный. И поэтому хочется ясность какую-то ввести. Препятствия в этом были не совсем, может, и политические, но местный референдум предполагает вопросы, которые они могут на своем уровне поменять. Это вопросы инфраструктурные, названия улиц или парков, такие вопросы. Но когда вопросы поднимаются конституционного характера изменения, тогда местное самоуправление такие вопросы на референдуме не имеет права поднимать, так как это уже республиканского уровня вопросы. И в этом чуть-чуть не хочу согласиться с вами. И дальше ваши идеи, такие как назначение судей по городским собраниям, это тоже судебная власть, она отдельная ветвь власти, в которую вмешиваться и выбирать их путем городского собрания тоже не совсем правильно будет. Это тоже конституционные изменения, это баланс нарушит. В какой-то степени понятно ваше мнение о том, что усилить ваши полномочия. Но вы уже на полномочия парламента претендуете, и мы ревностно к этому относимся.
Абра зеге реформированием зеге усбзио паха харахчо апсна экономика цагайсеишти юридически шбашук сарахас и экономика цагайсе дубряхас ваха иштис хуй иштых шесямо ишпахоха конкретно ишбало что до миллиард копараканаз цитрусовый яхапсли ахрахрапун на атом тиц йоха выхам цацапун ишбало что траша миллион сотни миллионов яганы какие абсазампун шапара нахняс айжа аргания тарха абризы гизыгаться за бутапара продух разухана пун выка экономика что процессуна яхаге еще макана фикадзе при цитрусовой плантация абарт рыбаца альфгит зусло газ букепецом чей тропа рабха экономика искусственный газыш чей купус газьё зигиф балаш зусту абра телевизор ян кулерк сезицро на сванди Индия индийский чай агнят Индия отза матч харялагах дара прогнозир казала ежей люк башксырыла чай Индия дара успехо харах чей тропа чкаду анфина хашу брибзи урана апсне чайка альван чайка хочик ан ханяз гисин цхрара как емудзет ахамакяни глоба фабрика с другого вахагаяц у бричей треги штыхрага вопрос Абхаялу реформа стоя харакио. А плантацию по цитрусовой ахтот хабха ахмут тахучха. Абарт рабха абстазар гроурцы зеханани. Атра рахны. Абсны экономика юет хауд механизм қалады. Алаш ямет. Гирх вот экономические ганахала, сельское хозяйство. Министр сельского хозяйства Цупхашвалов сидит. Цитрусовые амтаныкас, а ты обшала дуб куланы, авиларсын по параду дырхайт, параду гарцет, объявленный дуб кулцоз, арах амин он соз бурывший район, а цитрусовые разгадзомость. Один гармцадет, хобби 1,5 тонны умумка на границу захыстзомость. А капепак дырхацер тахызыги, а кагермут запонянхэ. Вайзер хаза пара, загебрах яларцарца, брах иртер убысхана, а пара харартахан дара, а хани шаачарм хаза мандарина цитрусовый. Шаабаз веда дезусталага министра жадахират. Хошкела мандарина Сима на границе он засней. Тонок и бжигюмом на аурс фарганапа. Хоча кавю фана махкаги, вора пыхаги вас ас ашмца наги, а хайс хахуэрхит, идите вашему руководству говорите. Вы не аурс пришцов хейрхас визик баша. Цупх нхавизах тиз, яра аграницы нахкана мадрина тгизимгази. Здеге абрена ганирурте, по-моему, смешно ревью бы матрапу не азус низлар казал от колорана. Ревью бы матрахунеи, а скидка шерхо, а нюх обсоп шерхо, жав бибжи матрахуняуэ. Нас схватили сихи. Сагижи не надо на площади дан. А при почти малахна и каждый сайт цепло. Сеп шуша аюгада. Хай хабури ха, авилар рахирча адрхирош. Рчу да шади робих хуй рхих хосес дрымаха, авилар хихам шада псухамаз. Синдагю бриза ауз ракха, а уе ерипиму бивны яшта анио бехито хуйзунго пыхеш балашка где властаянза. Хочи каме пахбун яхгон кафепа кархавана границы хгана. Я хаб все и психи хазым где. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить ребят, приехавшие из других районов нашей Абхазии, проделав такой путь, чтобы присутствовать на этом очень приятном
круглом столе, где мы высказываем свои мнения, делимся своими идеями. Что касается, как подчеркнул министр юстиции, касаемо цифровизации, мы живем сегодня во времена нанотехнологий, когда нашу жизнь с вами можно упростить, намного проще сделать, чтобы поменьше было бюрократии, чтобы достать какую-то ту или иную справку, чтобы мы не ездили в нашу столицу, это можно было делать проще. С этой инициативой я очень согласен. Я надеюсь, что коллеги мои и друзья этот момент разделяют. Я надеюсь, что это будет эффективно работать. Касаемо, как подчеркнул уважаемый коллега по поводу референдума об избрании главы администрации или района, я сам сторонник этой идеи. Более того, мы общаемся с нашим населением, с нашими избирателями, с нашими друзьями, старшими. Они придерживаются такого же мнения. Но, как подчеркнул уважаемый коллега, есть и подводные камни. Когда это касается только города, это намного проще. Но когда это касается района, такого большого, как Очунчирский район, у нас 27 сел. Этими процессами очень трудно будет управлять. Еще раз подчеркиваю, я сам сторонник выборной системы главы администрации, но есть подводные камни, которые надо тщательно изучать и выходить к общему знаменателю. Я еще раз благодарю коллег, друзей, знакомых, организаторов этого круглого стола. Сказать вам огромное спасибо, что приехали в наш депрессивный район. Я надеюсь, что мы все вместе, совместными усилиями будем поднимать нашу страну. Спасибо большое за предоставленное слово. Очень приятно всех видеть. И очень тяжело на самом деле выступать после очень многих интересных, профессиональных, компетентных ораторов. Но тем не менее постараюсь. У меня здесь немного такой есть доклад. Надеюсь, что... Знаете как, хочу еще остановиться на чем. Здесь присутствуют депутаты разных созывов, что самое интересное, но с течением определенного времени, кстати, ничего и не меняется. Проблемы все те же. Все те же проблемы. Но здесь хотелось бы подробнее остановиться на некоторых вещах, которые в принципе не были озвучены, немножечко техники. Вот в контексте сегодняшней беседы хотелось бы отметить, что действующий с 1997 года закон об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия требует изменения. Вот Дмитрий Александрович сказал о том, что в 2016 году были внесены поправки, но, честно говоря, ни на что не повлияли. Как нам известно, практически в каждом районе республики и в городе Сухум имеются свои собственные управления культуры, образования, экономики, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарного надзора и так далее. Содержание их осуществляется за счет средств местного бюджета. При этом действуют центральные органы власти, регулирующие эти отрасли. Тут попрошу внимания обратить на то, что нормативные акты, регулирующие взаимодействие органов местного самоуправления и органов центрального управления, в этих отраслях отсутствуют. О вышеупомянутом законе об административно-территориальных единицах взаимодействие не отражено. Положение о деятельности данных управлений принимается главами администрации районов без согласования с органами центрального управления, и порой эти положения противоречат действующим республиканским законам. К примеру, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии, районные органы СЭС должны финансироваться из средств республиканского бюджета, а также являться территориальными единицами республиканского органа санэпидемнадзора. Сегодня работает структура полностью противоречащая нормам действующего республиканского законодательства. Также в городе Гудаута есть городская больница. Это, кстати, очень интересная вещь. Но отсутствует управление здравоохранения.
То есть, кому относится республиканская, Гудаутская, не республиканская, а Гудаутская больница? Та же ситуация и в Гагре, но при этом, согласно закону о здравоохранении, местные органы управления наряду с центральными органами власти должны осуществлять регулирование деятельности этих объектов. Но этого не происходит. А маленькие примеры большой проблемы. И все идет по многолетнему сложившейся практике. Кстати, в нашей истории органов местного управления есть опыт и централизации структурных подразделений администрации. Речь в этом случае идет о ЗАГСах, кстати. Долгое время они находились в ведении администрации, но в дальнейшем переведены в подчинение профильного Министерства юстиции Республики Абхазия. Для определения того, как будут взаимодействовать органы центрального управления и органы местного управления в той или иной отрасли, необходимо разрабатывать соответствующие нормативные акты. В этом вопросе можно обратиться к белорусскому опыту, где на законодательном уровне предусмотрено двойное подчинение структурных управлений в районах, как главам администрации, так и руководителям центрального органа управления. В законодательном акте четко определены полномочия местных и центральных органов. Тема, которую я сегодня озвучил, очень важная и требует детальной подготовки. И реформа в области органов местного самоуправления должна начинаться именно с этих вопросов. А сегодня мы имеем на практике децентрализованные органы на местах. И эта проблема складывалась долгими годами. Могу из опыта тоже сказать, что если мы не определим и не централизуем, и не примем определенные реформы в органах местного самоуправления, то, в принципе, вся работа будет сведена на нет. Спасибо за внимание. Получился хороший обмен мнений. Я считаю, что все проблемы, накопившиеся в обществе, включая и проблемы местного самоуправления, надо обсуждать. Пользуясь случаем, я еще раз хочу объяснить, что в связи с эпидемией мы не можем, более большой круг лиц приглашать. Мы ждем, когда все-таки будет существенный спад, и привлекать значительно более широкий круг специалистов, экспертов и ученых. А так, собирая разные мнения, тем более сегодня звучали мнения по возникающим проблемам с конкретными примерами. Это очень важно. И все это дает возможность сгруппировать, собрать определенный материал для того, чтобы практически дальше уже приступить к стадии реализации предложений и продвижения страны вперед в интересах, как вы правильно сказали, простых граждан.